В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Арсений Николаев обозначил главную задачу текущего периода – обеспечить доставку жизненно важных грузов в арктические территории республики. На текущий момент в труднодоступные районы доставлено 70% грузов. В Якутии прошел масштабный педагогический десант. Участники представили современные методики воспитания нескольким улусам. В день коневода-табунчика в Якутии в Апогинском наследии состоялись соревнования коневодов-табунчиков. В мероприятии приняли участие 14 команд из 13 сельских поселений. На 208-м километре сезонной автодороги Эдигин в Жиганском районе обеспечен беспрепятственный проезд для легкового транспорта. Ранее движение на этом участке было серьезно затруднено из-за выхода наледи на реке Линдия. Специалисты устранили препятствия. Дежурившая на месте тяжелая техника обеспечила безопасность проезда. В управлении автомобильных дорог Якутии напоминают, что с 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах республики, а к середине апреля сезонные трассы будут полностью закрыты. Арсений Николаев обозначил главную задачу текущего периода – обеспечить доставку жизненно важных грузов в арктически труднодоступной территории республики до начала ограничений на автоземниках и переправах. На текущий момент в труднодоступные районы доставлено 70% жизненно важных грузов от общего плана. Однако из-за теплой погоды ледовые переправы и автоземники могут закрыться раньше обычного, что требует от дорожных служб и перевозчиков максимального ускорения работы. Поэтапное ограничение грузоподъемности на федеральных трассах Вилю и Колыма и переправе Якутск-Нижний Бестях начнется уже с 1 апреля до 30 тонн. А с 15 апреля движение будет полностью прекращено. Сегодня все хозяйствующие субъекты главе республики доложили, что в течение 15 дней с планом они наверстают. Поэтому мы надеемся, сегодня глава дал поручение правительству, чтобы мы этот вопрос решали и ежедневно, как принято, ему докладывали. В селе Чапаево с 2023 года работает волонтерский клуб «Шьем для своих». Спальники, сети, портянки, костюмы, маскировка для орудий. Все это в списке изделий, которые шьют мастерицы. При этом практически ни одна из них не умела шить ранее. Подробности у наших коллег. Разглаживая ткань руками, швея как будто заговаривает на добро. Добротные спальники волонтеры села Чапаева освоили давно. Очень востребованы они у ребят. Клуб «Шьем для своих» образовался в феврале 2023 года. Получается, 4-й год маленький, но крепкий коллектив выдает все самое необходимое, что нужно бойцам на СВО. 2-й год-то точно ведем вот этот наш календарь изделий. И вот девушки как изделия изготавливают, то сюда фиксируют. Мы не все сделали, не все наименования изделий, только такие основные, которые отшивались. А так изначально мы начали с нашлемников. Еще вчера ни одна из них не умела шить. Ветеран швейного дела Наталья Борисовна такая, она вот приходила, нас учила, выкроила спальники, научила шить. Мы-то сами не швеи ни разу. И не думали, не гадали, что этим будем заниматься. Шили когда-нибудь раньше? Ну, как-то так. Детям костюмы да. Ну, то есть чисто любитель. Да, ну чтобы вот там, допустим, догадаться скроить вот это или из обрезков, например, собрать шапку, конечно, ума не хватило бы никогда. К отправке почти готова следующая партия, а швеи уже рассчитывают, как закупить следующие. Одна из сетей на стене. Она особая, 80-я. Снимем ее, когда придет победа, говорят волонтеры. Каждую сеть мы отправляем с молитвами. Мы верим, что наши сети защищают. Конечно, не всех, но защищают. Здесь у нас представлена 80-я сеть. Почему 80-я? В прошлом году 80 лет победы было. И мы решили, что эта победная должна с нами и до победы дойти. У войны не женское лицо, но куется победа и в тылу. Женскими руками, материнскими молитвами и верой. Мы победим. И как верим, что смогли отвести беду, что солдатики мои все домой придут, что солдатики мои все домой придут.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ко дню работников бытового обслуживания населения жилищно-коммунального хозяйства прошло торжественное собрание общественности республики. Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов отдельно отметил итоги прошедшего года, в том числе введение в эксплуатацию 8 новых котельных. Одна из главных задач на данный момент – завершение автозимника. Так активно идет работа по доставке топливно-энергетических ресурсов с объемом более 570 тысяч тонн в арктический район Якутии. В рамках собрания лучших специалистов наградили почетными грамотными, благодарственными письмами и знаками. Также прошла выставка, посвященная выдающегося государственного и общественного политического деятеля Анане Андреева. Чествуем работников, которые внесли свой личный вклад в коммунальном комплексе. Это все в рамках празднования 125-летия Анани Коныча Андреева, первого наркома жилищно-коммунального хозяйства нашей республики, первого теплоэнергетика, который по сути своей стал основоположником большой энергетики и коммунального комплекса города Якутска, да и в целом республики. Кадровая экспедиция в рамках региональной программы «Работающая Якутия кадры» добралась до Усть-Неры, где состоялась дискуссионная площадка с участием председателя Госкомитета Республики по занятости населения Светланы Горюшинской и министра образования Республики Нюргуны Соколовой. В актовом зале районной администрации состоялся живой диалог между работодателями, педагогами и специалистами службы занятости. Речь шла о перспективах трудоустройства и взаимодействии образования с рынком труда. Сегодня на нашей дискуссионной площадке мы старались собрать все стороны рынка труда, всех тех, кто заинтересован на самом деле в самом главном, наверное, вызове нашей страны на сегодняшний день – это кадры. Здесь нам нужно объединить наши с вами усилия. То есть если мы будем внедрять что-то, от вас не будем видеть той отдачи, той заинтересованности, к сожалению, мы проблемы с вами не решим. Министр образования республики показала собравшимся кадровую потребность в районе в цифрах, подчеркнув необходимость более плотного взаимодействия с предприятиями и обратила внимание на проект по единой профориентации. На федеральном уровне работает проект по единой модели профориентации, в рамках которого любой школьник страны с 6 по 11 класс абсолютно бесплатно может пройти тестирование и определить свои возможности, да, ну и, конечно же, выбрать свои профессиональные траектории в будущем. Это большая помощь, в том числе нашим родителям, которые могли бы, значит, помочь своему ребенку с выбором, а нашим учителям, конечно же, помочь ребенку получить фундаментальные знания, углубленную подготовку по отдельным предметам для того, чтобы они успешно прошли единый государственный экзамен. Результатом встречи стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Работающая Якутия кадры» между Государственным комитетом занятости населения и акционерным обществом «Горнорудная компания Западная». Подписание таких соглашений с промышленными предприятиями ставит цель обеспечения предприятия подготовленными кадрами из числа местного населения. Мы сейчас модернизируем, переформатируем работу отдельных колледжей. Да, это совместная работа с этими предприятиями. При поддержке отдельных компаний наши колледжи открывают новые мастерские, значит, и будут проводить профессиональное обучение по коротким программам для этих компаний-недропользователей. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. 16 по 20 марта по маршруту Татинский, Чурапчинский, Амгинский, Мегинакангаласский, Усалданский улусы прошел масштабный педагогический десант. Организаторами выступили Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского II и Республиканский ресурсный центр «Навигаторы детства». В формате интерактивного автопробега специалисты обобщали и распространяли лучшие практики воспитательной работы среди учителей и родителей. Основной целью проекта стало повышение квалификации педагогов в рамках курса «Разговоры о важном», а также живой обмен опытом через творческие мастерские. Участники представили современные методики воспитания, основанные на традициях предков.
Каждый день район показывает свой лучший опыт по воспитательной работе. Вот сегодня у нас тоже выступают школы, детские сады. Все эти работы мы будем печатать, издавать в журнале «Народное образование Якутии», в газете «Учительский вестник». Выпустим сборник по итогам автопробега. Также в рамках автопробега проводятся курсы повышения квалификации, деятельность педагогов по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Второй курс – это психолого-педагогические основы реализации курсов неурочной деятельности, разговора о важном. В спортивном комплексе Верхневилюйска прошла 8-я по счету спартакиада среди глухих и слабослышащих атлетов. В соревнованиях приняли участие около 40 человек, представляющих Сунтарский, Нюрбинский и Вилюйский улусы. Спортсмены состязались в 5 дисциплинах – стрельбе из пистолета, настольном теннисе, дарте, армрестлинге и эстафете. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников. Наиболее яркая и напряженная борьба развернулась в турнире по армрестлингу. На спартакиаде в Верхневилюйске нужно подготовиться к предстоящим спортивным играм и среди инвалидов ЮЛУ, посмотреть, как готовы команды, спортсмены. В день коневода-табунщика в Якутии в Абагинском наследии состоялись соревнования коневода-табунщиков в рамках 80-летия выдающегося деятеля сельского хозяйства Якутии, кавалера 2 орденов Трудового Красного Знамени, заслуженного работника сельского хозяйства Республики России Гаврила Семенова. В мероприятии приняли участие 14 команд из 13 сельских поселений Амгинского улуса. Помимо основного состязания, по инициативе отцов Абагинского наследия прошли скачки на санях среди мужчин, соревнования для юных коневодов. По итогам соревнований лучший результат показала команда Амгинского наследия. Коневоды хозяйства ежегодно принимают участие в этих соревнованиях, являются 3-кратными чемпионами республики. В этот день в Абагинском центре духовности была подготовлена выставка о жизни и деятельности Гаврилы Семенова. Год 26-й объявлен сельским хозяйством, годом сельского хозяйства. И в рамках этого мероприятия в зачетное уже включили День коневода, и поэтому все наследные администрации заряжены, все команды поставили. Всего участвовало 14 команд. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.